Здравствуйте, в эфире выпуск новостей. В студии Султания Ситакаева. Сегодня в программе. Владимир Путин открыл железнодорожное движение по Крымскому мосту. Жителей микрорайонов Симферополя обеспечили благоприятными условиями. В Симферополе прошел 5-й форум материнства и беременности. В Крыму объявили лауреатов сценического крымско-татарского искусства. Как чемпион России по боксу Ахтем Закиров готовится к первенству Европы. Сегодня президент России Владимир Путин вместе с главой Крыма Сергеем Аксеновым открыли железнодорожное движение по Крымскому мосту. Теперь по новому маршруту будут ходить поезда с материковой части России в Крым и обратно. Первый состав «Таврия номер 3» уже сегодня отправился из Санкт-Петербурга в Севастополь. Завтра еще один поезд стартует из Москвы. О главном событии страны смотрите наш следующий сюжет. Не зря вы сказали, что мост должен стоять здесь. Сегодня открыли железнодорожное движение по Крымскому мосту. В полдень президент России сел в первый поезд, который отправился через Крымский мост из Керчи на Таманский берег. Путин ехал в кабине машиниста, где министр транспорта России Евгений Дитрих рассказал о ходе строительства. По его словам, загруженность поездов в Крым на новогодние праздники почти 75%. Важно и то, что уже в июне 2020 года по Крымскому мосту поедут грузовые поезда. Часть работ нам нужно, наверное, до конца февраля, в самом начале марта мы их закончим. Именно наладка автоматики, да? Именно наладка автоматики, ну и часть вопросов по транспортной безопасности, связанные с досмотром грузовых поездов. По Крымскому мосту поезд ехал почти 15 минут и прибыл на станцию в Тамань. Когда-то это казалось непреодолимым препятствием. Заработали и железнодорожные подъезды к мосту со стороны Керчи и Тамани. На станции Тамань-Пассажирская собрались сотни людей, чтобы увидеть главное историческое событие страны и оценить полноценную работу Крымского моста. Мы не запускаем его сначала, а мы восстанавливаем это движение. Потому что впервые это движение между Петербургом, а первый поезд будет Петербург-Севастополь, было организовано 145 лет назад. И за всю историю российского государства на протяжении последних лет прерывалось только 3 раза. Во время Октябрьской революции 17 года, затем во время Великой Отечественной войны и вот в 2014. Но вы восстановили это. Восстановили, правда, по другому, но надежному, крепкому маршруту. Я вас с этим поздравляю. Это большое событие. Что вы своей работой, своим талантом, настойчивостью и целеустремленностью показали, что Россия в состоянии делать такие мирового уровня инфраструктурные проекты. После поездки Путин поблагодарил всех участников строительства грандиозного объекта. А вот прямая трансляция выезда первого поезда из Санкт-Петербурга в Крым. Команда проводников проводит финальный инструктаж. А после пассажиры первого и долгожданного за 5 лет рейса выезжают на Крымский полуостров. Мы чувствуем свою ответственность и желаем, чтобы каждый пассажир испытывал самые яркие ощущения от поездки по Крымскому мосту. В добрый час. Открытие железнодорожного движения по Крымскому мосту придаст новый импульс развития полуострову, заверил глава республики Сергей Аксенов во время поездки на поезде с президентом. Это очередной впечатляющий успех нашего Отечества, успех нашего общего дела. Спасибо всем, кто внес свой вклад в этот успех, кто помог сказку сделать былью и воплотить в реальность мечту многих поколений. Крымский мост начали возводить в 2016-м. Белоснежные арки стали символом стройки века. В масштабных работах принимали участие 15 тысяч человек. Автомобильную часть завершили в мае 2018-го. Спустя 7 месяцев запустили железнодорожную часть. И, как заявил Путин, Россия восстановила железнодорожное сообщение с Крымом по новому и более надежному маршруту. В Белом-6 решены проблемы с электросетями, а в Каменке открыта долгожданная дорога. Жители микрорайонов десятки лет были вынуждены ездить по ямам, жить без электричества и ходить под проводами, которые обрывались. Мухаммед Зикирьяев знает все подробности.
Семья Аблаевых мечтала об электричестве с момента переезда в Белое 6. Почти 10 лет они пользовались генератором. Сегодня эти мучения позади. В их доме теперь есть свет. Наконец-то уже есть полноценный свет у нас. Вот включаю. Раньше им приходилось самим протягивать электрические провода из соседних сел, устанавливать металлические стойки. Но это было небезопасно. Из-за плохой погоды кабель мог оборваться в любой момент. Уже и жена умела заводить генератор. Как бы тяжело было. Весь дом строился полностью без электричества, только вручную все мешали, бетон, все так. Долгие годы более 150 домов были без электричества, воды и газа. Сейчас крымские власти по федеральной программе начали строить все необходимые коммуникации. На сегодняшний день запущены новые электросети с достаточной мощностью. Сегодня мы имеем не только дорогу и находимся на таком вот, наверное, важном событии, особенно для жителей массива Анна-Юрт. Это электрификация, которая была, по сути дела, в кратчайшие сроки реализована. Это стабильное электроснабжение, это уверенность в том, что не будет никаких колебаний или перебоев. Длина электросетей более 7 километров, а на работы потратили около 38 миллионов рублей. Сегодня в массиве Анна-Юрт завершили и сдали эксплуатацию линии электропередач. И сегодня у людей остались только добрые впечатления, что в домах теперь стабильное напряжение, светло. Я надеюсь, что тепло и уютно. А в Каменке после длительного ремонта открыли главную улицу Сельская. Эту работу провела администрация Симферополя. Сегодня это событие стало настоящим праздником. Нурибей живет здесь 20 лет. Говорит, такой качественной дороги здесь не было никогда. Наконец-то долгожданная наша мечта сбылась. Сделали дорогу, сняли грунт, постелили щебень. Там это, как они говорят, пленка снизу. 3 слоя асфальт постелили. Мы даже не верили этому. Как-то непривычно было. Вдоль новой дороги установили бордюры, расширили пешеходную зону до 1 метра. Протяженность этой дороги 1750 метров. Государство потратило около 80 миллионов рублей на эту дорогу. И вот на сегодняшний день вы видите, автобусы ездят. Вот. И всем людям приятно это все видеть. Глава Крыма Сергей Аксенов рекомендовал закольцевать села. Это будет удобно и для водителей, и для жителей. Такое направление власти начнут прорабатывать в следующем году. Мухаммед Закиряев, Рафаэль Вахидов, телеканал Милет. Полувековая дружба. В Крыму отметили 55-летие сотрудничества России с Кубой и юбилейную дату Гаваны. Столице республики исполнилось 500 лет. Праздник прошел в Университете культуры, искусства и туризма. Организаторы подготовили кубинские песни и танцы. Гости мероприятия окунулись в латиноамериканскую культуру. С Кубой крымское представительство работает 2 года. За это время удалось реализовать десятки совместных культурных проектов. Через 1,5 месяца планируется подписание новых бизнес-проектов. Обе стороны уже ведут переговоры. Недавно на Кубе побывала российская делегация. В ее составе из Крыма была вице-премьер республики, министр финансов Ирина Кивико. Представители нашей страны изучили структуру импорта союзника. Мы разговаривали с Министерством финансов, разговаривали с финансистами в муниципалитетах, то очень похожие цели, те же, что и у нас. Рост доходов и сокращение неэффективных бюджетных расходов. Я так была удивлена, вроде бы летели 13 часов, прилетели в совершенно другую страну, а проблемы у нас общие. В Симферополе прошел Крымский форум беременности и материнства. Для будущих мам организовали мастер-классы от квалифицированных экспертов, выставки и настоящий праздник. С мероприятия наш следующий сюжет. Красавица, елка, игрушки и разноцветные гирлянды. В холле торгового центра настоящий праздник. Стартует 5-й Крымский форум беременности и материнства. Я хочу
всем об этом сказать, до всех достучаться, и чтобы все это обращали внимание. Современное оборудование, комфортные палаты, обязательная профилактика и прием пищевых добавок до планирования беременности. Мастер-класс для будущих мам открывает заведующий структурным подразделением перинатальный центр Арсен Диадинов. Последний год мы получили 6 аппаратов кювезов для выхаживания новорожденных с экстремально низкой и не очень низкой массой тела новорожденных. Мы получили экспертного класса дыхательную аппаратуру, та, которая позволяет протезировать дыхание, то есть поддерживать дыхание. И мы уже признаны на 5-й всероссийской премии специалистов перинатальной медицины «Первые лица». Мы получили эту премию, потому что мы внедряем уже технологии. Мы уже стоим на том уровне, когда мы тоже можем давать миру свои современные технологии и говорить о своем большом опыте работы. И поэтому у нас рожать безопасно, что очень главное. Опытные врачи консультируют на актуальные темы. Специалисты дают полезные советы. Также на этой площадке будущие родители знакомятся с выставкой товаров и услуг для беременных и новорожденных. Материнство мотивировало Алицию Трусову открыть свой бизнес. Сейчас она руководит магазином для беременных и кормящих мам. Когда планировала ребеночка, у меня вот родилась эта идея, что я буду этим заниматься, и мне хотелось всех мамочек нарядить, украсить, чтобы рассказать им что-то. Социальный проект «Форум для беременности и материнства» впервые стартовал в начале этого года. И проводится он каждые 3 месяца. Сегодня у нас выступают эксперты в области беременности и материнства, а также и детства. Это главные врачи родильных домов города Симферополя, перинатальные психологи, инструктора по грудничковому плаванию, педиатры, психологи. В следующем году организаторы запускают новый проект «Премия «Мама Крыма». Принять участие в конкурсе смогут женщины, которые совмещают карьеру и материнство. София Шукурова, Султания Ситакаева, Дмитрий Низовой, телеканал «Миллет». Новый спортивный кластер в Грессовском парке. Ролледром, теннисный корт, турники и тренажеры – все для активного образа жизни. Также здесь оборудовали футбольное поле с искусственным газоном и велодорожку. Объект построили в рамках второй очереди реконструкции парка в поселке Грессовский. Этот проект мы реализовывали на протяжении 2 лет в 2 этапа. В этом году уже мы завершили работу именно по созданию спортивных территорий. То есть это вот мы видим прорезиненные современными покрытиями спортивные площадки, футбольные поля. Аналогичные проекты будут продолжены к реализации в следующем году. Как мы говорили, у нас данный проект реализован в рамках национального проекта формирования современной городской среды. На территории Республики Крым в этом году реализован 21 общественная территория. Поэтому это одна из тех территорий, которые мы сегодня открываем. И до конца года мы еще планируем открыть у нас общественные территории в городе Евпатории, в городе Ялта и в городе Керчь. Ребята сразу опробовали новые спортивные снаряды. Начались импровизированные турниры по футболу и баскетболу. В честь открытия подготовили яркую развлекательную программу. Для самых маленьких гостей работали аниматоры. Не оставило равнодушным ни одного гостя праздника и огненное шоу. В рамках реализации программы «Комфортная городская среда» был создан спортивный кластер, на который было потрачено 38 миллионов. Очень красивый объект получился. Проект был согласован с жителями поселка Гресс. Сегодня много гостей приехало из города, подошли жители поселка, много молодежи, которая уже попробовала спортивные все снаряды. Дети катаются, им нравится, все в восторге, мы тоже довольны результатом. Жители поселка поблагодарили представителей власти за благоустройство заброшенной территории и строительство важного и актуального спортивного объекта. Хочется поблагодарить всех, кто имел хоть малейшее, хоть какое-то участие принимал в этой программе. Жители поселка Гресс в свое время очень активно пришли, проголосовали за реконструкцию парка. И мы победили, причем с огромным отрывом от всех остальных парков города. В Крыму подвели итоги второго регионального фестиваль-конкурса крымско-татарского искусства «Дервиза». Лучших определили в 5 номинациях. Церемония награждения прошла в Крымско-татарском академическом музыкально-драматическом театре. Более 80 творческих коллективов Крыма приняли участие в церемонии награждения фестиваль-конкурса «Дервиза». Участников конкурса награждают в номинациях «Музыкально-инструментальное искусство», «Вокал», «Разговорный жанр» и «Хореография». Аматорлар да
В этом году было больше участников-аматоров. Добавилась еще одна номинация – «Разговорный жанр». Среди участников много талантливых детей. Участники приехали с разных районов, чему я очень рад. В следующем году мы планируем добавить еще одну номинацию. Это будет конкурс между свадебными ансамблями. Мерьем Муртазаева стала лауреатом второй степени в номинации «Разговорный жанр». Больше всего мне понравилось в этом конкурсе, что я почувствовала себя на сцене актрисой или артисткой. И я буду еще стараться, чтобы еще больше достичь еще большего результата. Абсолютным победителем в номинации «Хореографическое искусство» стал ансамбль крымско-татарского танца «Атеш» под руководством Медата Халилова. А именно этот фестиваль, этот конкурс дал возможность сравнить себя с другими ансамблями, занимающимися нашими народными танцами, нашими народными песнями и инструментальном жанре. Вот. И, конечно же, эта победа очень важная для нас. В честь всех участников церемонии в зале театра прозвучал концерт эстрадно-симфонического оркестра. Фестиваль-конкурс «Дервиза» вошел в 100 лучших национальных проектов России. Также он вошел в сборник Российского дома дружбы народов. Организаторы Министерства культуры Крыма и Центра народного творчества Республики Крым. Фатиме Сейдометовой, команда «Хаберлер». В Крыму отметили еврейский праздник Ханука. Торжество началось с зажжения свечи в сквере Республики. После в Государственном академическом музыкальном театре прошло вручение премии года «Орна Тиква» «Свет надежды». Кто удостоился наград, расскажет Диана Бекмамбетова. В сквере Симферополя звучат еврейские народные песни. Главный раввин зажигает минору, специальную свечу. Так начинается празднование Светлой Хануки. Это большая история нашего народа. Первое зажигание ханукальной свечи, который дает нам мир, добро и так далее. Я пользуюсь случаем, что очередной раз я нахожусь в Крыму. Поздравляю всех крымчан, всех евреев Крыма, а также весь крымский народ с этим замечательным праздником Ханукой. Вечер продолжается в Крымском государственном музыкальном академическом театре. Здесь награждают лауреатов премии года «Орна Тиква» «Свет надежды». Премию проводят впервые в честь священного праздника и 30-летия со дня основания еврейской общины на полуострове. Представили 12 номинаций. Среди них просветительская деятельность, журналистика и благотворительность. Я хочу пожелать нашему конкурсу, нашей Ор Атикве, светлого будущего, чтобы у нас было много номинантов, чтобы у нас было очень много людей, которые хотят трудиться, творить для того, чтобы всем было жить хорошо и светло. За достижения в культурной деятельности почетную грамоту получает Зарема Алиева, старший преподаватель кафедры «Музыкальное искусство» в КИПУ имени Февзия Кубова. Очень ценю нашу дружбу между нашими национальностями. Наш Крым многонационален, и я считаю, что мы должны жить огромной, большой семьей. В номинации «Открытый мир» победителям определили телеканал «Милет» и поблагодарили руководство за вклад в развитие еврейской культуры на полуострове. Приступите к церемонии вручения. Номинация «Открытый мир». Ханука – священный праздник свечей. Когда был разрушен еврейский храм, не было масла, чтобы зажечь священную минору. Случайно найденный сосуд должен был гореть 1 день, но вместо этого он прогорел 8 суток. Свершилось настоящее чудо. Без чудес была бы скучная и неинтересная жизнь, хотя сама жизнь – это чудо. И то, что сегодня происходит на этой сцене, наверное, это чудо вдвойне, потому что это впервые. И есть надежда, что это будет из года в год умножаться и развиваться. Празднование в Крыму продлится 8 дней. Диана Бекмамбетова, Рафаэль Вахидов, телеканал «Милет». В Евпатории прошел фестиваль «Мой новогодний городок». В этот день все желающие могли поучаствовать в интерактивных квестах по мотивам сказок. А на театральной площади города разместили почту Деда Мороза. Новогодней атмосферой зарядился и наш корреспондент Руслан Минаев. Из-под сказок молодец!
Участники проходят квест «Волшебное древо». Здесь нужно безошибочно добраться до центра карты. Кто попадет в тупик, будет отгадывать загадки. Я надеюсь, что этот лабиринт пройдут все, и все выиграют сегодня, и все получат хорошее настроение. Для детей и взрослых сегодня также работают спортивные квесты, головоломки и ребусы. Все состязания объединяет тематика народных сказок. Желающим выдают маршрутный лист. Всего в квесте 14 точек. После каждой участники получают отметки о пройденном этапе. Потом флаер отправляется в лотерейный барабан, с помощью которого и определят победителя. Программа фестиваля обширная. Это и концерты лучших творческих коллективов города. Это, конечно же, награждение победителей конкурсов муниципальных. Евпаторийский трамвай в канун Нового года стал волшебным. Изнутри вагон украшен гирляндами и елочными игрушками. Мы направляемся к театральной площади, где новогодний трамвай станет одной из главных локаций сегодняшнего фестиваля. Здесь дети занимаются творчеством, играют и участвуют в мастер-классах. На площади тем временем появилась почта Деда Мороза. Ее моментально окружили дети с конвертами. Пижаму, кигуруми, пандочку и милую канцелярию. А ты что заказал? Я попросила новый телефон. А со старым что? А со старым что? Ужас, разбитый. А ты что попросил? Я попросила арену Beyblade и автомат игрушечный. Непонятно, что это такое? Ну, автомат типа АК, АК-47. Игрушечный автомат, да? Да, ну вы же знаете. А ты что попросил? PlayStation 4. Ты уверен, что Дед Мороз потянет такой дорогой подарок? Не знаю. Предновогодний праздник завершился концертом. Руслан Минаев, Асан Зевадинов, телеканал Милет. В Симферополе прошла сельскохозяйственная ярмарка. Фермеры представили продукцию из разных регионов полуострова. Жители столицы могли купить фрукты, овощи, а также мясо и молочные продукты по низким ценам. Тему продолжат наши корреспонденты. Что ж тебе делать? Симферопольцы стоят в очереди возле прилавка с яблоками. Продавцы уверяют, продукт натуральный по низкой цене. Килограмм сорта Голден можно купить за 28 рублей, Ред за 45. На сельхозярмарке знают, чем привлечь покупателей. Ну, во-первых, хорошим обслуживанием культурным и качеством, чистотой, порядочностью, в общем, всем, чем можем. И ценами тоже завлекаем. Может быть. Не, я раз взяла, прям настоящая. А в этом торговом лотке продают рыбу и морепродукты. Морские дары сюда привозят из разных регионов России. К Новому году в основном любят красную рыбу, икру, креветочки, мидии, но самые вкусные салаты. Морковь, помидоры, огурцы, свекла, баклажаны. На ярмарке изобилие овощей. Александр Дементьев говорит, что цены дешевле, чем в обычном супермаркете, что значительно помогает сэкономить на покупках. Берем все, то есть и овощи, и конфеты берем, да? Да, все берем. За этот год по всему Крыму провели более 19 тысяч ярмарок. Крымские аграрии реализовали почти 28 тысяч тонн продукции. Для этого Минсельхоз задействовал около 3000 торговых мест. Диана Бекмамбетова, Мухаммед Зикирьяев, Рафаэль Вахидов, телеканал Милет. Крымчанин Ахтем Закиров выиграл чемпионат России по боксу среди молодежи. Боксер вернулся домой и уже начал подготовку к чемпионату Европы в сентябре. Руслан Минаев съездил в родное село Ахтема и узнал секреты подготовки чемпиона. Небольшой спортзал при школе. Именно здесь, в Охотниково, проходят тренировки Ахтема Закирова. Первую секцию бокса в селе основал Ридван Абдураманов. Более 12 лет тренировал сборную Крыма разных возрастов. За 30 лет подготовил 15 мастеров спорта, в том числе Ахтема Закирова, чей потенциал прослеживался еще в детстве. Это реваншист, конкретный реваншист, который, знаете, за каждый пропущенный удар старался отдавать 2-3 в оборотку. И это именно основа его и всех его побед. С таким подходом результат не заставил себя ждать. На прошлой неделе Ахтем выиграл чемпионат России среди молодежи. С таким успехом спортсмена поздравил глава республики. Поздравляю нашего земляка Ахтема Закирова. Это важный успех крымского спорта. Особая благодарность тренерам и наставникам чемпиона. Будем ждать новых побед. Несмотря на хорошую оппозицию, турнир Ахтем провел уверенно. Каждый из 3 боев крымчанин выиграл со счетом 5-0. О секретах успеха нам рассказал личный тренер чемпиона. По словам Велена Сейтасманова, в каждом бою Ахтем старался вступить в ближний бой, с каждым раундом наращивая темп. Для этого мы выполняем хитрые действия, хитрые элементы. Подойти к нему, спинкой раскачать где-то длинным ударом первым, подойти в эту дистанцию и там уже работать.
Стиль Закирова – постоянное давление и большое количество выпущенных ударов. Чтобы сохранять такой темп, Ахтем спаррингует с несколькими соперниками подряд. Своим подходом Ахтем делится и с теми, кто только начинает свой спортивный путь. Постоянно трудиться. В любом уголке есть соперник, да, такой же. И вот эти люди когда-то встретятся, да, вот. И вот кто больше будет тренироваться, тот и выиграет, я так считаю. Уже в январе Ахтем отправится на свой первый сбор, который ознаменует начало подготовки к чемпионату Европы. Руслан Минаев, Асан Зивадинов, телеканал Миллет. Это все новости на сегодня. Оставайтесь с телеканалом Миллет. Всего доброго.